Меня зовут Раней Кумара. Я хотел бы задать вопрос. На вашем сайте вы назвали две причины, по которым Мухаммад не мог бы переписать Коран с других священных писаний или же из других прежних источников. Ваш ответ вы обосновали тем, что во время Мухаммада не существовало перевода священных писаний на арабский язык. Но в Сахих Аль-Бухари, глава 60, в хадисе под номером 478 говорится, что Евангелие была переведена на арабский язык Варакой ибн Науфалем. И еще вы сказали, что Мухаммад не умел читать и писать. Это касается и священных писаний. Но этот ответ меня не убедил, так как не обязательно, чтобы Мухаммад владел грамотой, чтобы он мог перенять некоторые истории Корана. Возможно, он просто услышал их из уст других и запомнил. А после этого он исправил их и записал как божественное откровение. Брат задал хороший вопрос. Я рад, что он посетил наш сайт. По воле Аллаха ты познаешь истину. Я думаю, что ты христианин, так как тебя зовут Рани Кумара. Брат сказал, что я назвал две причины. На самом деле я не назвал две причины. Я привел множество причин, но ты выбрал из них только две. Необходимо прочитать весь контекст. Это не единственные две причины, их множество, как я назвал. Одну из причин, которых я назвал, это то, что пророк Мухаммад не владел грамотой. Как об этом говорится в Коране, в суре Анкабут, аят 48. Ты не читал прежде ни одного писания и не переписывал его своей десницей. В противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнение. Вы должны согласиться со мной в том, что копировать что-либо из книги для того, кто не владеет грамотой, будет труднее, чем тому, кто умеет читать. Непременно вы согласны со мной. Ему сложнее. Умеющему читать легче перенять это, так как нет. Это откровение от Аллаха, а не владеющий грамотой, не отрывай слова из контекста. Поэтому, я думаю, ты согласишься со мной в этом вопросе. То есть в том, что для него это сложно, не так ли? Да, маша Аллах. То это одна причина. А так я назвал несколько причин, о которых говорится. Из множества причин это одна причина. За ней следуют и другие причины. Во-вторых, это я упомянул, что я сказал, в то время не было ни одного экземпляра Священного Писания на арабском. Об этом я утверждаю и сейчас. Ответил на ваш вопрос. Из 6-го тома Бухари я говорю, что Варака обладал некоторыми знаниями из Евангелий, но никто не сказал, что он переводил его. Я бросаю вызов этому. Я бросаю вызов этому утверждению. Я оспорю это, полагаясь на христианские источники. Первый перевод Священного Писания на арабский язык был осуществлен в X веке. Первый арабский экземпляр Священного Писания появился через несколько столетий после прихода пророка Мухаммада. Да, Варака был среди иудеев, и он обладал знанием священных писаний и говорил на арабском, но он не перевел его. Может быть, он выписывал некоторые цитаты из Евангелий, но невозможно, чтобы он полностью перевел его на арабский. В Сахих Аль-Бухари нет ни слова о том, что Варака полностью перевел Священное Писание. Я утверждаю об этом. Также ты сказал, что, возможно, пророк Мухаммад переписал Коран со Священных Писаний, а затем исправил и скорректировал это. Прекрасно. Это другая тема. У меня была лекция на тему «Священные Писания и Коран в свете науки», в которой я рассказывал о множественных научных ошибках в Священных Писаниях. К примеру, в книге Бытия, глава 1, говорится, что Земля была сотворена за 6 суток, которые состоят из 24 часов. В 1 главе с 16 по 19 стих говорится, что Луна светит своим светом. Также в 1 главе, в 16 по 19 стих говорится о том, что Солнце было сотворено после Земли. Земля была сотворена на 3-й день, а Солнце в 4-й день. Также в ней есть и другие ошибки. Неужели ты хочешь сказать, что пророк Мухаммад скопировал это из Библии, а затем исправил все это? То есть он исправил то, что свет Луны — это отражение солнечного света, а не свой собственный свет. В Коране, сура Аль-Фуркан, 61 аяте говорится о том, что лунный свет — это отражение. Коран сообщает о том, что Земля была сотворена за 6 дней, то есть за 6 длинных временных промежутков. Неужели ты полагаешь, что эти научные факты исправил сам пророк Мухаммад? Ты думаешь, что он был ученым в этой области? Нет. Это откровение от Аллаха. Прочитай всю мою речь и не отрывай слова из контекста. Ты услышал мою речь, и я сказал тебе, давай допустим, что он скопировал Коран из Священных Писаний. Разве логично утверждать о том, что кто-либо 1400 лет назад скорректировал все эти ошибки, о которых говорит современная наука?
исправил то, что было ошибочным. Это невозможно. Это ясное доказательство того, что Коран не является речью Мухаммада. Это речь Аллаха. Свят Он и велик. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.